Работа на отклик – одна из эффективных методик поиска пропавшего человека, особенно в лесной местности. Казалось бы, ничего сложного в этом нет. Крикнул, услышал ответ и последовал в сторону звука. Однако такая техника поиска требует соблюдения важных деталей. Работа на отклик. Вначале он начинается, надо доложить в заре, это наш штаб. Когда они сказали в заре, что они начинают работать на отклик, все слушают. Если человек, который потерялся, если он откликнется, чтобы его было слышно. 3 стороны. Начинаешь, на отклик начинаешь ты, и 40 секунд ты слушаешь. 40 секунд? Да. Полной грудью. Ровно. И ты начинаешь работать на отклик. И ты, чтобы у тебя ноги, чтобы ты стоял устойчиво на ногах, и начинаешь работать. Такие учения в лесах волонтеры поисково-спасательных отрядов «Кавказ» и «Лиза Алерт Дагестан» проводят совместно. Вначале необходимо взять оборудование. Это навигатор, фонарик, компас и рация. Дальше можно в путь. Это добровольческий отряд, как-никак. Здесь ни зарплаты, ни обязательств, ничего такого нету. Каждый... Цель быть полезным, да? Да, цель быть полезным, протянуть руку человеку, который попал в беду, дать шанс пропавшему человеку. На экспедицию выходит группа из 5 человек вместе с руководителем. Главное правило – держаться вместе. В случае нахождения вещей, принадлежавших пропавшему, сразу передаются координаты в штаб. Заря координаты 43.37 83 54 44 37 83. Как принял? Принял. Медлить значит хоронить. Этого правила волонтеры придерживаются всегда. В случае пропажи родного человека нужно сразу обратиться на горячую линию, и ребята из отряда «Кавказ» вместе с другими моментально придут на помощь. Обратиться до ДИЕЗ, милиции до ДИЕЗ, поисковой группы до ДИЕЗ. Он дальше твое оборудование, твой опыт, хунрахули, меча, христиахули, так войны, хала опыт, его играть, он делал хайт ДИЕЗ, то скулхан, лил, что дальше едва ардул. Самая главная и общеизвестная рекомендация в случае, если вы заблудились в лесу, это не начать панику. Если есть возможность, можно немного забраться повыше и осмотреть местность, а также постараться откликнуться. Но ни в коем случае не рекомендуется далеко отходить от того самого места. Отправляясь в лес зимой, обязательно надо брать спички и парафиновые диски. Но даже в случае, когда они отсутствуют, можно и нужно развести огонь. Например, есть случай, что вообще нет спичек. Как тогда действовать? По методу трения огонь добывать луривойна Дечка трения. А или дечка мух или еще из желательно трейда и вот что? Я дечка да, холивой я на мелла сих дечка какие-то на труд ёки, любой за кейду хуман да. Поисково-спасательный отряд «Кавказ» принял участие во многих экспедициях. Началось все с Хасавюрта, когда на поиски маленького Мухаммада Забитова отправились добровольцы из Чеченской Республики. С тех пор в волонтерскую организацию стали вступать люди разных возрастов и профессий. Главная цель – благое дело ради довольства Всевышнего. Поэтому поддержать группу может любой желающий, как личным участием, так и финансово. Это позволит закупить новое оборудование и сделать поиски пропавших быстрее и качественнее. У нас стартовая оборудка есть, подарена спонсорами. Некоторую часть купили мы сами. И мы по сегодняшний день тоже нуждаемся в оборудке. У нас счетов, кошельков нету, мы деньги не берем. Если у нас появляется, кто хочет помочь нам, человек, мы им даем список оборудки остро нуждающих, и они помогают нам. Случаев пропажи людей в лесах Чеченской Республики также немало, особенно зимой, когда начинается сезон черемши. История Джохара Жалтаева известна практически каждому жителю региона. В феврале 2021 года молодой парень отправился собрать черемшу и заблудился. Спустя некоторое время Джохара нашли и сразу отвезли в больницу. К сожалению, врачам не удалось его спасти. Короче говоря, мешал уходу сага. Делоться горсова сагва. Ентидианса, мешал за со басит ламхайдина коза. Дальше балбен дальше улуко.
От таких случаев никто не застрахован, однако выход можно найти всегда. Главное не поддаваться панике и знать основные правила действий в таких ситуациях. Абдулла Батаев, Моусар Даудов, Неделя.